Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Добрый вечер. Ой, кого я вижу? Добрый вечер. А вы блогер какой-то? Нет. Да? Да боже упаси. Нет? Какой-то матюк новый, блогер какой-то. Все обзываются. Я не обзывался, я сказал блогер, а не блогер. Да я не знаю. А кто это такой? Что? Кто это такой? Прошу. Кто такой блогер? Вот это кто это такой? А, блогер? Я не знаю. Человек, который... Ну, зачем вы пытаетесь оскорбить, если вы не знаете? А вы где проживаете? Ну сейчас начнется! Ну, прошу прощения за мою невежественность. Да я уже понял. Вы где проживаете? Живете вы где сейчас? Во Франции. Ага. Если вы француз, вы должны знать, сколько стоит килограмм лягушек. И правда, что говорят, что у вас бабушки на улицах жареных хлопов продают стаканами? Большой стакан ойра, а маленький стакан 50 евроцентов. Правда, нет? Не, у правда, меня... правда или брешут? А у меня к вам вопрос. Вы сможете на него ответить или нет? На какой вопрос? Так вы на мой ответите, нет? Правда, что с бабушки клопов жареных продают на улицах, нет? Вот, я вам говорю нет. Нет, понял. Знаешь, обманули. Неправда, да. А у меня к вам встречный вопрос. Задавайте. Верите ли вы, что бабушки продают жареных клопов на улице? Во Франции легко. Легко. Во Франции почему изобрели балдахины? Вот это. Подождите, я объясняю. Я же объясняю, почему я так думаю. Нет, подождите. Почему во Франции были изобретены парфюм? Мне нужен вопрос, да или нет. Да, что во Франции продают, да, конечно. Верите да, ли вы, конечно, что... во Франции продают. Я же ответил. Во Франции, то есть да, во Франции продают. Да. Объясняю. Почему? Потому что балдахины были придумали во Франции, чтобы клопы не падали, когда человек спит. И парфюм придумали, где во Франции, чтобы не мыться. У тебя воняет, ты чук-чук-чук напшикался и попер по улице. Логично. Не правда ли? Как-то вот так вот, я думаю. Не убегай. Да никуда знаешь, не убегай. Не убегай, пожалуйста. Знаешь, это когда я задаю вопрос украинцам, которые верят в то, что российские солдаты... Да я якут. Причем здесь украинцы не перебивай меня, не перебивайте меня, пожалуйста. Да ко мне этот вопрос не относится. Нет, я вам объясняю, не перебивайте меня. Я вам провожу аналогию, да? Вот, аналогичный вопрос. Когда украинские новости говорят, что российские солдаты воруют унитазы в украинских домах, да, и украинские люди в это верят, конечно, так и есть, воруют. Я считаю их дебилами. А вы не заметили такую тенденцию? Да. Так, не перебивайте Буряты меня. любят воровать. Да, это монолог будет. Это будет монолог. Ну не перебивайте меня, дайте мне закончить. Не перебивайте меня, пожалуйста, да? Когда в украинских новостях говорят, что российские солдаты воруют унитазы, и они в это верят, я считаю этих людей дебилами. Не перебивайте меня, потому что я еще пацаном, я еще сидя писал уже на унитаз. Ладно,
Сейчас Сидя, вы мне писал на говорите, унитаз. что украинские... Я думал на горшок. Да не перебивайте меня. Да свою мать не Дед, перебивайте. ты думаешь, твою мать дешевле? Ты думаешь, что я буду тебя слушать тут весь вечер? Я тебе объясняю, да, наши буряты воруют унитазы. Кому-то на зубы вставляют хорошие, керамика ж. Вот вам бы пару унитазов, зубки бы хорошие сделали, керамические. Ужгородский унитазный завод. Рекомендую. Вы не заметили, что количество унитазов, украденных на Украине, равняется количеству беженцев, которые убежали с нее? Ух ты, блин. Ба, да это же знакомые мне лица. Есть вопрос, подожди, есть вопрос. Можно тебе задать вопрос? Ну, конечно. Серьезный вопрос. Вот я тут сейчас с россиянами многими общаюсь, и вчера, и позавчера. Ну, там, правда, немножко, но общался. У меня к тебе вопрос. Что делать с посейдонами, которые отправляют через одного вот россияны ко мне? Куда? Ну, вот ко мне в Филадельфию, в Америку. Факты есть, что их отправляют? Но Где это эту информацию? Где эту информацию можно почитать? исключительно, как вы говорите, вербально отправляют. Где эту информацию можно почитать, что их отправляют? Ну, честно, ну не придуривайся. Ну, что ты придуриваешься? Где ждать? Ждите их. Ну, я думаю, ты мне дашь совет. Они... Где их не сохранять? Не выходите в море. В море? При чем тут море? Ну, Посейдоны где работают? Ну, они же отправляют сюда, в Америку. Каким образом? Как они работают, я не знаю, мне никто не объяснил. Фу, ёшкин, ну так бы и сказал. Хоть какой-то бы мультик показали, чтобы я знал, как они работают. Да. Изначально есть инструкция в Ютубе. Хранить их где? Нету инструкции по барабану, хоть на улице. Хранить в гараже, в ландре, главное, на улице, внутри, где их хранить? По барабану, хоть на улице. Все равно, да? Хоть на улице, да. Главное, чтобы они заработали, надо найти батарейки квадратные, Свема, батарейки квадратные, а то не запустится. Именно советские. Свема батарейки такие, квадратные. Ну, на язык пробовал по-любому в детстве. И нужен микрочип из стиральной машинки Вятка. Вот только он подходит. Микрочип маленький, такой квадратный. Вятка, это будет тяжело. Там 3 ножки, смотри, там 2 правые ножки так вот рядышком, а левая так чуть поодаль. Ну как, трезуб. Ну ты понял. Ну, а вятку где найти? Я не знаю, это уже ваши проблемы. Вот я же тебе об этом говорю. Вот от тебя опять проблемы. Я хотел совета спросить, а ты мне проблемы. Да я же вам дал совет. Я вам дал причину к действиям. Действуйте. А где вятку можно найти, если не секрет? Ну я могу продать. 2. Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? Почем? По деньгам. Размер денег. Ага, размер денег. Сколько там? 2 сантиметра денег, 3 сантиметра денег. Если Посейдон сколько сейчас стоит, напомню. Я не знаю, мне никто ничего не говорит. Поэтому я ищу совет. Посейдон, ну тогда, для тебя со скидкой, Ну, ладно, 12 тысяч. Не, мне нужна хорошая, со скидкой мне не нужна. Если ты хорошая цена, 12 тысяч евро. Самовывоз. За одну или за 3? За 2. За 2. 12 тысяч, нихера Еще себе. 2 чипа положу в отдел. Нихера себе скажи мне, как он, для порошка, для лосьона. Еще 2 положу. А можно, если я добавлю 1000, ты вытащишь оттуда эти чипы? Ну, а цена не изменится. Я понимаю, я добавлю 1000 за твой труд. Ты не понимаешь. Тогда придется на таможне оформлять груз по-другому. Когда идет стиральная машина, идет другая цена. Когда идет микрочип, это уже, у нас же тоже ребята работают. Ну что ты? Так мы напишем Вятка и все. Ну ты где ты напишешь Вятка? На чипе Вятка? Ты что думаешь, что дураки на таможне работают? Кто там подумает, что это чип, если это Вятка? Как это они подумают? Уже знают. Кто подумает, допустим, за Лада Калина, что это автомобиль? Никто же не подумает.
Слушай, То же полмира самое. ездят. Полмира ездят, зубами улыбаются. Какого мира? У тебя какая машина? Белая. А марки? Марки GLE. Мерседес, GLE. Ну что ты мне рассказываешь? В смысле? Ну откуда у тебя такие деньги? GLE. Ну правильно. GLE. Они все в России. Кто? Они Деньги? все в Россию. Мерседесы Деньги или такие. Мерседес? Мерседесы такие. Я У понял. вас там нету. Вы там вообще там на фордах на старых ездите. На транзитах вот это. На очень. Я тебе даже больше скажу, что Ford Mustang 60-х годов стоит раза в 3 дороже, чем Да Mercedes. откуда он у тебя Ford Mustang? Не Mustang. Покажи мне ключи от Мерседеса. Покажи Серьезно? мне ключи от Мерседеса. А если покажу? Покажи. Ты похлопаешь? Конечно. Ушами даже хочешь. Смотри, подожди. Давай. Давай, хочу видеть уши. Так показывай. Ну, ключа нету. Ключа нету, какие уши. И что ты мне показываешь брелок, ты занимаешься перепрошивкой ключей. У тебя станки стоят специальные, ключи точить. Это же У тебя ключ, никогда ну, не что было. Это ключ твоего клиента. Ты кого обмануть хотел? Дурилка картонная. Обмануть хотел. это ключ Дурилка моего как... клиента? Конечно. Он тебе оставил его на перепрошивку. Ты что думаешь, я настолько тупой? А что значит Я в этой перепрошивка? теме не варюсь. Вот он мне все свои ключи оставил, да? Да. Ну что можно сказать? Да Похлопай не было ушами. никогда у тебя Сними уже Мерседеса. наушники. Сними уже наушники. Зачем? И Да я похлопай. тебя не уже. Он услышал. обещал же. Я просто похлопаю. Ну я тебе прощаю, можешь не хлопать. Я тебе потом в ролике похлопаю, не переживай. Ужас просто. Хочешь, тебе тюлень вот так вот похлопает ластами. Хочешь, медведь. Давай тюленя, да. Из машины Хорошо. Вятки. Маржа, да. Ну, ля-ля, ну какие вы, ребят, ну покажи, докажи. Ну, а ты бегаешь. А ты А бегаешь что на такое поводу. перепрошивка? Что такое А ты бегаешь. перепрошивка? Новые бегаешь. версии приходят. Ну, бегаешь. Вот это ваше. Вот это ваше, как сказать, такое. Ну, я не могу тебе Приспособленческое. сказать, если Чтобы ты доказать свой статус, ты Ну, побежал. если ты просишь, ну, как А же я я не тебе могу буду доказать? бегать. Вот именно. Я не Если ты просил, я А что ты сделал? требовал. Я требовал. И ты побежал по моему требованию. Не, ну ты индеец, я балдеба. Не надо вот эту разницу путать. Молодец. Из чобы. Вот так вот всех и раскалываешь. Это беженцев. В Америке. Вот это просто, да. Унылые вы какие-то, блин. Унылые. Вы деградируете в Америке просто. Возвращайтесь на родину. Я послушаю политинформацию. Давай. Не этим занимаюсь. Зачем не давно? Мне за это не платят. Какой ты тоненький, бедненький. А как это называется? Не обкакался? В чем я тоненький? Я обкакался. Ты за ключами бегал, не я. Обкакался и не можешь даже признать, что ты обкакался. В каком плане? Про Посейдона я тебе рассказал, про Чипру рассказал. Просишь, наконец-то. Я не просил, я требовал. Я требовал, а ты побежал. Я ж тебе про уши твои, ты же мне даже ушами согласился похлопать. Ты принес не свои ключи, не от своей машины. Окей, нет проблем. Ну вот видишь. Вот видишь. И кто тоненький, кто обкакался. Лишь бы тебе было хорошо. Вот опять приспособленческое. Ты себе нравишься? Вот вы любите гнуться под хозяина. Ты себе нравишься? В смысле, я ж не нацист, чтобы самому себе нравиться. Я нравлюсь девочкам некоторым, да. А себе? Ну, себя я Не ненавижу. нравишься? Скажи, мне нравишься или не нравишься? Себя я ненавижу. В этом есть здравое зерно. Естественно. Естественно. Вот Я тут ж не я признаю. приспособленец. В этом есть Я ж не здравое зерно. приспособленец. Я знаю, я могу сам себе там где-то так там Где-то что? наказать даже, знаешь, там, вериги там.
На ноги, А как да. часто ты себя наказываешь? Ну это уже интимно, ну перестань, зачем тебе надо? Ты себя Все-таки каждый вечер наказываешь, Валеру своего, каждый вечер наказываешь. Все-таки какое-то есть расстройство, да? У тебя да, у меня нет. Я ж не бегаю по первому требованию, не трясу ключиками чужой машины. Вот в чем различие меня и тебя. Ладно, все, давай, иди нахер. Если что,